Здравствуйте, меня зовут Николай, я родом из Якутии, живу я в Сан-Франциско. Значит, хочу начать сегодняшний свой ролик с Путина. Значит, модно же начинать с Путина. Первый канал вообще не умолкает говорить о Путине. Я начну, во-первых, сейчас не о деньгах Путина, а на чем он сидит. То есть с кресла Путина. Об кресле Путина почему-то в России очень умалчивают. Хотя эта тема очень важная. То есть имеется в виду очень интересная. Я расскажу, что это такое. Смотрите, этот человек является главой Российской Федерации. Это организация. Так вот, а есть другая штука под названием Родина. Например, когда ты находишься, скажем, в другой стране, и ты еще не полностью прожил долгий срок в другой стране, а короткий срок, и, значит, у тебя основная жизнь прошла в твоей родине, ты постоянно, когда ты что-то вспоминаешь, уходишь в прошлое, то есть и вспоминаешь о родине. Так вот, что такое родина? Так вот, как вы знаете, Путин занимается, и все его подобные занимаются подменой понятий. Для этого существует, если посмотрите в этом самом, в интернете покопайтесь, есть 9 высших школ пропаганды в России. Это их еще называют высшие школы государственного управления, что ли. Это высшие партийные, бывшие советские партийные школы. Там учат людей оболванивать. То есть эти подмены понятий устраивают и так далее. Так вот, в определенном времени, я точно не могу сказать, когда это произошло впервые, но они до сих пор этим пользуются. Они говорят то, что Родина – это территория. Территория Российской Федерации состоит из двух составляющих. Это половина европейского континента и половина азиатского континента. Так вот, когда они говорят, что Родина зовет или там призывает к Родине, вот в Советском Союзе тоже говорила, Родина дает вам последний шанс и так далее, да? Там Родина зовет, они еще такой памятник сделали в Волгограде, видел. Так вот, на самом деле, территория говорить не может. То есть такого масштаба даже в шаманизме такого нету, чтобы половина азиатского континента вдруг заговорила. Там много озер, рек, дорог, опушек, я не знаю, мест таких, у которых есть определенные духи. Вот все дальнобойщики подтвердят о том, что вот у мест, у дорог, у развилок бывают духи. И нужно обязательно там что-то оставить, чтобы нормально ехать. Есть такая штука. Но не полконтинента же. И почему полконтинента, здрасте? Как это так? Половина. Азиатский континент, он, во-первых, у них там что, они должны, эти духи, республику какую-то создать, и там какой-то референдум, что ли, так же должно быть? Или как-то так? Почему говорит половина там? Половина собаки лает, половина нет. И притом две составляющие, половина европейского континента и половина азиатского континента. Да это даже по шаманским меркам это называется шизофрения. Это человек в дурку должен уйти, который говорит, что Родина – это территория. Такого быть не может. Тем более, если эта штука заговорит. В обычном состоянии человек, который разговаривает с неодушевленными предметами, вызывает подозрение. У шаманов это не вызывает подозрения. Но когда человек разговаривает с такими огромными масштабами, этот человек точно псих. Потому что по-другому быть не может. Я рассмотрел, что такое Родина вообще, как слово. Родина появляется от слова «родня» в русском языке. То есть это люди, это народ. То есть имеется в виду Родина равно народ, равно Россия. То есть если Родина это Россия, а родня это народ, то народ равняется России. Так? А теперь давайте возьмем, что такое Российская Федерация.
Дело в том, что никто никогда не слышал о Российской Федерации до 91 года. Ну, не было его. Это организация, которая была основана Борисом Ельциным в 91 году. Тогда, когда народ скинул предыдущую организацию. Та организация была 1917 года рождения. Та организация пришла, разрушив российскую, ну, после того, как народ разрушил предыдущую организацию. Та организация называлась Российская империя, она была 1721 года рождения. А та, в свою очередь, пришла, они рубили головы вместе с бородами, уничтожали предыдущие государства. Она называлась Царская Россия Ивана Грозного. Это 1500... Википедия в помощь, там есть дата создания образования. А до этого была Золотая Орда, там другое государство. Так вот, если посмотреть все эти организации, нужно посмотреть количество занятых в этой организации людей. То есть, если взять организацию Российской Федерации 1991 года рождения, первый его генеральный директор был Борис Ельцин, а второй по наследству оставил его, значит, этому Путин, да? Так вот, в этой организации работало около миллиона человек, сейчас, по-моему, около 2 миллионов чиновников работает. То есть это как коммерческая организация. У них есть там бюджет, доходная часть, расходная часть. И Российская Федерация, эта организация, я бы его назвал ООшкой. То есть обычная ООО. Почему? Потому что ООО это ограниченная ответственность. У Путина сейчас за его действия, пока он является президентом, нет ответственности. То есть, а кто у него спросит? Это же глава государства. Он судей назначает. А как его назначенный судья будет? Это невозможно. Так вот, а еще они еще постарались и записали в законе о том, что когда у Путина вдруг каким-то образом закончится срок его деятельности, он не отвечает за действия, которые он делал во время президентства Российской Федерации, да? То есть будучи руководителем этой организации. Так вот, это и называется ограниченная ответственность. То есть лучше правильно будет говорить ООО Российская Федерация. Так вот, если они же, государство пытается узурпировать понятие Родины, то есть Российская Федерация это и является страна, это и является черточка Родина. Они первым делом сделали вот такую штуку. Когда они создали свою организацию, называется Российская Федерация, и я приписал где-то там ООО, так вот, они сразу сказали, они же знают, что они меньшинство, там 2 миллиона чиновников всего, против 140 миллионов. И они сразу сказали, что РФ равняется Россия, то есть Родина, имеется в виду, страна. То есть Россия это же страна, чья-то родина и так далее. И вот он приравнивается к Российской Федерации. Горстки людей, 2 миллиона всего, понимаете? И они узурпировали понятие страны. А все 140 остались за бортом, они думают, блин, черт, это же целая страна, она такая огромная и так далее. И с этими гербами, ихними флагами, этими большими рожами, с такими ручками, с печатями, и думают, что, а как же так? И они говорят, вот мы, вот Российская Федерация, мы являемся вашей родиной, вы должны, есть такое понятие, служить родине. И все 140 миллионов стали абсолютно рабами. То есть они служат, думают, родине, а на самом деле они служат какой-то ООшке, называется РФ. Дело в том, что когда народ поймет, что это РФ, как сказать, есть ООО, скажем, «Одуванчик», да? Есть ООО, скажем, МММ, или ООО, там, «Алые паруса». Эти организации, они, конечно, коммерческие, но первая их задача – это предоставлять какие-то услуги, и у людей должен быть, там не должно быть монополии, там они должны служить людям, понимаете? Если взять вот этот треугольник ООО Российская Федерация, вот эти все чиновники, они в пирамиде, на самом верху стоит вот этот Путин, да, персонаж. Значит, наш любимый персонаж, скажем так, да? Потому что прекрасный персонаж, чтобы о нем говорить. Первый канал, он за нас рекламу пустит, а я буду уже рассказывать, кем он является. Да? Так вот, этот человек, генеральный директор этой организации, он не подотчетен абсолютно никому. То есть он
он является как бы главой Российской Федерации, а так как это равно Россия, он становится главой страны, и, значит, а страна является родиной, и он является сам, значит, президент Российской Федерации, это и есть Россия, как бы, да? И он остается один, он никому не служит. А на самом деле, если посмотреть, любой мужчина России, он как бы, если живет в России, собирается прожить в России всю свою жизнь, и дети его собираются жить в Российской Федерации, этот человек должен служить своей родине. А единственный человек в России, который не служит своей родине, это Путин же, он же не служит родине. Так вот, вся задача заключается в том, чтобы, вы же понимаете, когда рано или поздно народ поймет, что эта организация Российская Федерация, это государственная организация, там, ну, ООшка, скажем, да, она не служит народу, ее скинут, и вместо него придет другая организация, и там тоже будет свой глава. Но дело в том, что пока народ не поймет, что он является родиной, а Российская Федерация родиной не является, потому что Российская Федерация это всего лишь коммерческая организация, которая организована по схеме ООО. И вот, кстати, вот именно вот это, почему она является коммерческой? Потому что она ведет коммерческую игру же. То есть имеется в виду все независимые руководители субъектов, которые были независимы или имели параллельные связи, ну как сказать, систему управления и имели связи с бюджетом, они их просто повышибали, и они увеличивали сферу влияния внутри Российской Федерации. Сначала взялись за олигархов, у них захватили, потом пошли все поменьше, потом во всех регионах поменяли всех руководителей, и теперь, значит, они в очень большом доходе, значит, Родина в нищете, потому что Родина это и есть люди, они в нищете, а эта коммерческая организация жиреет. Понимаете? Это все равно, что действительно получается, они ведут какую-то колониальную политику. То есть, имеется в виду, они ведут себя так, как будто они прибыли откуда-то, я не знаю, откуда они могли прибыть, вполне возможно, из ада. И, значит, они приехали, и, значит, они ведут, то есть, организовали полную монополию, подменяли понятия, и, значит, они ведут чрезвычайно доходный коммерческий бизнес. То есть это фонды будущих поколений или так далее, там резервные какие-то фонды, там астрономические деньги они собираются, а потом это все куда-то уходит, верно? Но, как говорится, родине это ничего не достается. То есть, как человек, в принципе, должен понять, что служит эта коммерческая организация, или, то есть, руководитель этой коммерческой организации, скажем так, служит ли он родине, это есть только единственное измерило, это доход на каждого россиянина. Если он растет, значит, с родиной все в порядке. Значит, страна развивается. И эта коммерческая организация служит своей родине. Надо заставить Путина работать на родину. То есть есть такое понятие президента служить родине. То есть каждому человеку. Если доход человека начинает падать, значит, этот человек плохо работает. Ну, 100 пудов это так. В Америке это так, точно. Вот они же любят делать, когда им выгодно. Вот в Америке так. Ну вот в Америке так, ребята. Ну, вот и все, что я хотел сказать.